Череда собраний хозяйственного актива трудовых коллективов Айхальского комбината завершилась итоговой конференцией. В ходе собрания были определены задачи на ближайшее будущее и подведены итоги работы комбината за прошлый год, рассказывает Оксана Мезенцева. Первым с докладом перед делегатами выступил директор Айхальского ГОКа Равиль Санатулов, начав свое выступление с анализа главных показателей. Добыто 12 миллионов 565 тысяч карат алмазов. Это 100% выполнения плана на сумму 1 миллиард 310 миллионов долларов США, что выше плана на 4,8%. При этом обеспечен рост добычи по отношению к 2013 году на 4% по основной и 38% по товарной продукции. Горная масса выдана на гора 18 миллионов 763. Грузооборот у нас достиг 305 миллионов тонн на километров, это 103% к плану. И рост к 2013 году обеспечен на уровне 116%. Впервые за многие годы в 2014 году комбинат был полностью укомплектован кадрами. Введено в строй новое общежитие, что позволяет приглашать специалистов с предоставлением жилья и вести более качественную кадровую политику. С каждым годом объемы алмазодобычи в комбинате только увеличиваются. В 2014 году подразделения ГОКа не раз становились победителями трудовых соревнований различного уровня. В целом, в прошлом году ГОКу удалось освоить большой объем по техническому перевооружению. После перед собравшимися в зале выступил первый вице-президент, исполнительный директор компании Игорь Соболев. В своем выступлении он отметил, что сегодня Айхальский ГОК является донором для многих инвестиционных проектов. После, по традиции, работники комбината смогли задать вопросы руководству комбината и компании. Вопросы задавались как лично, так и поступали в виде записок. Ответы были даны исключительно на все вопросы. В завершении конференции состоялась церемония награждения передовиков производства с вручением почетной грамоты и присвоения звания «Заслуженный работник Айхальского ГОКа».